Изучайте генеалогию своих племен и не будьте подобны набатейцам из Месопотамии, которые на вопрос «Кто вы?» отвечают, из какой они деревни. Халиф Умар бин Аль-Хаттаб. Галанчожский район – один из самых красивых, но малоизученных районов Чеченской Республики. Существование этого богатого архитектурными памятниками и природными ресурсами района прекратилось в 1944 году, когда все чеченцы поголовно были выселены в Среднюю Азию и Казахстан. Все мы помним трагические события, развернувшиеся в ходе выселения в одном из сел Галанчожского района – Хайбахе. К сожалению, с восстановлением Чеченской Республики жители Галанчожского района не были реабилитированы в полном объеме. Им не разрешили вернуться к своим родным очагам. До сегодняшнего дня они вынуждены жить в различных плоскостных селах нашей республики. С этим красивейшим уголком нашей родины связано множество старинных преданий, легенд и мифов. Здесь проходили важные исторические события, связанные с судьбой чеченского народа. Галанчожский район с каждым днем вызывает все больший интерес у историков, археологов, этнографов, да и у простых граждан, интересующихся прошлым своего народа, желающих узнать больше о своих первопредках. А узнать и посмотреть здесь есть на что, ведь между реками Гихи и Рошня раскинулась историческая прародина всех исконных чеченских тейпов – Нашка. Прелести галанчожских дорог колонна внедорожников экспедиции «Неизвестная Чечня» стала ощущать еще в самом начале маршрута. Через каждые 100 или 200 метров приходится выходить из машины, чтобы расчистить дорогу от камней. Весной горные обвалы здесь случаются практически каждый день. Связано это с обильными осадками и таянием снегов. Обычным легковушкам на этих дорогах вряд ли удастся проехать. Справиться с крутыми подъемами смогут только машины с усиленной подвеской и двумя ведущими мостами. Хотя и у них это получается не так легко. Первые попытки провести дорогу в населенные пункты Галанчожского района были предприняты еще в 1935 году, но строительство было свернуто. Горные склоны не поддавались киркам и лопатам, а специальной техники на тот момент не было. Перед отправлением в путь члены экспедиции тщательно готовят рюкзаки, а в них только самое необходимое – это еда и теплые вещи. Ну что ж, более 23 километров по бездорожью уже преодолено. Сейчас мы находимся в местечке Мушидук. Нужно пройти еще 13 километров, но уже пешком. Маршрут экспедиции пролегал через территорию в верховьях реки Гихи. В первый день мы планировали добраться до селения Чармах. Наряду с Мацарой, Чармахой, Хилой, Хайбах, Хижах и Тискархой это один из наиболее крупных населенных пунктов, входивших в Нашку. Кроме них в общество Нашка входили 13 хуторов – Коухе, Кайчухе, Келахбасе, Хотташкоча, Яхкачу, Зерха, Саканжела, Мушичу, Гарбисхаканчу, Ашгичу, Могасты, Аш-Аличу и Зарганчу. Наша группа останавливалась только, чтобы выпить воды или поесть чего-нибудь сладкого. Потребность в глюкозе здесь ощущается особенно сильно. С каждым спуском или подъемом тратится колоссальное количество энергии. Пробираясь через колючие кустарники наверх, мы приближаемся к центральной части Нашки. Преодолев очередную высоту, члены экспедиции, как всегда, получили очередную порцию живописнейших видов, лицезреть которые не удастся, наверное, ни в одном другом горном районе Чеченской Республики. Поднимаясь по склонам, мы находим и уникальные растения семейства вересковых – рододендроны. Это одно из древнейших растений на Кавказе с четвертичного периода. Занесена в Красную книгу. В советские времена одна ветка стоила 25 рублей. Штраф. Так, исчезающее, да. Редкое реликтовое растение с четвертичного периода, с ледникового периода. Они у нас в горах сохранились. Как мы видим, там мы их не встречали, когда мы подходим к снегу, снеговой границе, и растает.
На счету Рамзана Вагапова участие в десятках походах по территории республики. Альпинизмом увлекся еще в студенческие годы и до сих пор продолжает покорять горные вершины. В 2009 году он совершил восхождение на гору Казбек, высота которой составляет 5033 метра. Рамзан Вагапов стал одним из первых чеченцев, кто покорил эту вершину в 50-летнем возрасте. Вот если сравнить вот то, что ты сегодня преодолел, и то, что там было, разница в чем выражается? Во-первых, там воздуха не было, дышать невозможно. Во-вторых, горная болезнь начинается. И в-третьих, пища не лезет, давления же нет. Воду. На пути к урочищу Кайчухе мы преодолели несколько снежных участков, но это того стоило. Эта местность поражает своей необычайной природой. Огромные остроконечные глыбы камней расположились по всей длине склона. У подножия этих скал берет свое начало известная река Рошня. Местные жители называли ее Белой речкой. На карте это место обозначено как Кейчу. Загадочный вид скал породил в народе немало легенд и преданий, которые по сей день передаются из уст в уста. سوق وارتل ديها شواح شارم قوش يطلع تنتيو أقصير تاحا يخسع خلباخ خلباغ تاق شيء تعيش تعامل ولاش تاق مل زاغ داش يش ها روش تعيش تيش ما تيش تعش إتحناق واست شيء نسخ واقري يعني شيء ناق واستي يقول بنا ينسخ رخ يخن يجوش خلا جاي خبر دي أنباء إشتي أنا حين يا أخي من يا أخو الشيء ناقوا أستيق ولنا بعض ولنا حنيت ياقوا وشيا أقصي يا سردنا بيعلم باخسن إيش ديل الوعدنا أولي وزن ديل إيش تناقوا أستيق شن ناقوا أستيق أغلي تعال أق بقشنا إيش يجدو اللي جند Одно из преданий гласит, что первопереселенцем из страны Штам в место, которое позже стало называться Нашха, был некто Сула. Точно неизвестно, какие мотивы побудили его проделать такой длинный путь и осесть в горах Кавказа. Армянский ученый Араик Степанян в одной из своих работ пишет: древние предки чеченцев пришли из Урарту на Кавказ, чтобы сохранить свою самобытность, обычаи и адаты. Араик Степанян, кандидат философских наук, политолог. Европейских государств не было, других многих цивилизаций в Европе не было, ни римское еще государство не возникло, ни древнегреческое, а уже это войнахский язык существовал и показывает, что его носителями были очень древние люди, прапредки чеченцев. Они, может, чеченцами не назывались. И что они были распространены не только на Северном Кавказе, на территории Чечни, как сейчас, а в Закавказье, междуречье Тигра и Ефрата, это сейчас иракская территория, в Анатолии, Турция южная, и в других местах. Везде находят следы чеченских языков и так далее. И поэтому считать, что можно вот в этом огромном провале истории, в этом огромном массиве истории, когда создавались и рушились могучие государства, империи, возникали скифы, сарматы, Древний Рим, там, до этого Древняя Греция и так далее, происходили бурные события, столкновения, битвы. И вот, что в это время можно определить, как первый человек оказался, значит, в Галанчуже, очень трудно. Очень трудно, и один ли он оказался, даже трудно представить. Нам удалось добраться до восточной окраины аула Чармах. Если верить сведениям, дошедших до наших дней, то именно в этой пещере поселился первопредок чеченцев Сула, оказавшийся в горах Кавказа. В народе за ней закрепилось название пещера Сулы. Также его именем здесь названа и одна из здешних вершин – гора Сулкорт. Это обыкновенная карстовая пещера. На первый взгляд эти породы кажутся очень прочными, но они сложены из известняка, песчаника. Осадочные воды их растворяют, выносят, они выпадают. Даже сейчас мы с вами видим, с потолка капает вода, они выносят и образуются вот такие своеобразные карстовые пещеры. Таких пещер в наших горах очень много,
Но она более уникальная, можно сказать, 2 этажа. Здесь и наверху. И эта пещера еще будет развиваться, потому что вот эта капающая вода будет делать свою работу, и со временем он еще будет обваливаться. Осматривая пещеру, мы даже не заметили, как за нами следит серна. Смотровую площадку она выбрала одну из самых высоких в округе. Этих животных в горах Галанчорского района достаточно много. Обитают они исключительно на скалистых склонах высокогорья, куда человеку добраться практически невозможно. Эти края изобилуют также тетеревами, горными индейками, фазанами и куропатками. Немало медведей, косуль и волков. К счастью, последних встретить не посчастливилось. По пути мы периодически встречаем древние многовековые кладбища. Вот одно из них. В народе его называют Эйдинейн-Кешнеш. Это кладбище относится к мусульманскому периоду в жизни нашкоевцев и находится на пересечении нескольких троп. Место расположения кладбища не случайно, ведь каждый путник, проходящий мимо, обязательно совершит дуа за души умерших. Вот это мы! К месту первой ночлежки наша группа не досчиталась нескольких человек. Они, оказывается, решили немного отдохнуть, но совсем забыли о том, что в лагерь нужно успеть до захода солнца. К счастью, все закончилось благополучно. Подзадержавшиеся члены нашей экспедиции появились вскоре после наших выстрелов сигнальными ракетами. К тому времени в нашем лагере уже давно развели костер и приготовили чай. Как сказал наш путеводитель Хизир, мы расположились в одном из лучших в округе мест для ночевки. Спать нам предстояло в пещере на импровизированном матраце из засохших веток. Для того, чтобы избавиться от сырости, в пещере разожгли костер. Многие уже спят. Я думаю, что и мне тоже пора. Это, пожалуй, один из самых ответственных моментов, когда нужно хорошенько подготовиться к предстоящей ночи. Вот, я заранее взял зимнюю шапку, чтобы не замерзнуть, ведь ночью могут быть осадки, и, возможно, будет прохладно. Величественный наш Хойлам поражает своей красотой. Ранним утром он выглядит особенно живописно. На крутых скалах практически нет растительности. Изредка из камней выбиваются лишь небольшие кустарники. Эту гору по праву можно назвать одной из хранительниц культурного наследия Чеченской Республики. В древности здесь собирался Мехкел, совет старейшин всех чеченских обществ. В пещерах наш Хойлам находятся уникальные гротовые захоронения, которые датируются началом первого тысячелетия. Некоторые могильники расположены у основания скал на уровне земли, ну а другие на высоте до 10 метров. Стоит отметить, что для захоронений усопших наши предки использовали не только естественные пещеры. Некоторые из них, Мелхан-Кешнеш, солнечные могильники, создавались искусственно. İşte der mutlaka atılmış bir işte baba bir lu işte arma yukarı nasıl şey olsun yalı yurtta sayı yurtta. Максимально близко увидеть так называемые солнечные могильники нам не удалось. Добраться до них без подручных средств было практически невозможно. Однако увидеть другое достояние, точнее то, что от него осталось, членам экспедиции «Неизвестная Чечня» удалось. Это руины боевых и жилых башен села Чармах. Время и варварское отношение власть придержащих, взрывавших эти оригинальные архитектурные сооружения, чтобы там не могли жить люди, нанесли им непоправимый урон. Это видно невооруженным глазом. Чармах – один из 6 основных аулов, входивших в Нашху. Перед выселением чеченцев в 1944 году здесь проживало 33 семьи. Одним из авторитетных и уважаемых жителей села Чармах являлся Бешил. Об этом свидетельствует этот целебный родник, который он открыл и обустроил собственноручно.
Devlet diyor şılak suçu mokşuluyor. Bak işe ibal bin ve çur hayesi. İş et tutup hayesi. Böyle kim oluyor? Dar doysun, davan tek tavla. Tam da dolş sufena. Magali чесотка возросли. Бейшил относился к числу зажиточных жителей села. Об этом свидетельствуют развалины большой жилой башни, которая носит его имя. Особенно любопытны некоторые детали интерьера. К примеру, это каменное отверстие, возможно, служило нашим предкам в качестве своего рода холодильника, где они хранили продукты питания. Вообще ниш на стенах много, и для чего они предназначались, можно только гадать. إناء شو دش كياش خلا أشتو يلا نجلا يا شو ضغط ياش خلا ضغط هو عندش زي ياش دوش خلا إتسا إز زير بالر موخش خلا عن ياشم سنة يا وديش بره هذا قارد دش خلا هون ياش إزاي سنة يا شو بره دانيش بديش خلا إز إيش بديش خلا قالي شو ها شو رات قاضي رات حلوف شغله خدي سيب شيء نشغله حلوش لازم نقوتنا إيش شيء داق ولا داش أول شغل حل بوشغله نعم صار يوتشغله in Hornixen. Ahara tuğum fiyat bay davatı kurtul boşغله. Kurtul bay kudu aç. Kura har ya işte. Смысл boşغله. İşte olur bakışla. Важной составляющей любой башни являлся опорный столб. Он находился в самом центре жилища. Без этого строительного элемента невозможно было возвести второй этаж, потому что именно на нем держалась вся конструкция строения. Однако этой каменной глыбе отводилась и другая роль. Столб также являлся объектом культа. Речь идет о доисламском периоде. İşte boğman, gandaş, gutuş, yok hüktuş, ders rübaş kılabak. Ha doğut edi yani, boş bak tetetten. Asanu yiyiş met khila, tak ders gutur hal zaman şu an. Bu sabdin yok adlarla ayestin doçkana heti yelin hamştuş. Еще один уникальный объект располагается неподалеку от башни Бейшилы. Это мечеть аула Чармах. Совершенно удивительное строение, в котором сочетаются не только элементы традиционной исламской архитектуры. В кладке мечети можно обнаружить и камни с изображениями языческих знаков.